Очень приятно поприветствовать вас на презентации проекта Studying Wroclaw. Сегодня на нашей встрече мы поговорим немножко о Вроцлаве как крупнейшем академическом центре, можно сказать, даже научно-исследовательском центре. Возможно, среди сегодняшних слушателей вебинара есть многие молодые люди, которые собираются поступать в высшее учебное заведение. Вполне возможно, что даже в наш прекрасный город. Возможно, есть здесь родители этих детей, возможно, есть люди, у которых есть высшее образование, но, например, хотели бы получить второе высшее образование или получить последипломное образование. Постараюсь сегодня рассказать более подробно о польской системе образования, как она выглядит, то, что можно на польском рынке образовательном и рынке трудоустройства, как можно использовать ваши дипломы, которые есть в наличии. Далее расскажем еще немножко подробнее о процедуре поступления в некоторые вузы, как она выглядит, что собой представляет именно образовательное продолжение высших учебных заведений этого города. Расскажу вам также о преимуществах поступления через проект Studying Wroclaw, а также о самом городе, поскольку город действительно стоящий, и для тех, кто еще здесь не был, я думаю, будет интересно. Итак, начнем. Начнем мы с системы образования в Польше. Польша с 1999 года находится в таком едином европейском пространстве, в котором работает Болонская система. Включает она в себя единая система оценивания, единая система взаимосвязи всех, можно сказать, даже большинство европейских вузов. И Болонская система разделяет образование на 3 степени высшего образования. То есть первая степень – это степень бакалавра. Как правило, это 3 года обучения, но есть инженерные специальности. То есть те специальности, которые оканчивают дипломом бакалавра-инженера, длятся обычно 3,5 года. Вторая степень – это магистратура. Магистратура обычно длится 2 года, и магистр инженерных наук – 1,5 года. То есть в общей сложности 3 плюс 2 или 3,5 плюс 1,5 дает 5 лет. То есть высшее образование, это, за исключением медицинской специальности, это обычно 5 лет. Третья степень – это аспирантура. В аспирантуре вы можете проучиться около 4 лет. Причем некоторые специальности преподаются в нераздельной форме обучения, то есть такой единой магистерской программе, которая включает в себя обучение продолжительностью 5 лет. И здесь нет разделения на бакалаврат и магистра. Это относится к некоторым специальностям, таким как право. Тут включаются также медицинские специальности. 5-летнее обучение проходит также на специальности психология, педагогика. И, в принципе, нет возможности поступать на эти специальности с дипломом бакалавра. И поскольку программа 5-летняя, она неразрывная, скажем так, можно, если кто-то собирается поступать на данную специальность, надо начинать с 1-го курса. Большинство направлений также можно обучаться в стационарной форме, а также в заочной. Единая система образования руководствуется также единой системой оценки. Это пункты ACTS, кредиты, которые получаются во время обучения. Кредиты введены для того, чтобы можно было предоставить студентам, преподавателям, также научным работникам возможность миграции, возможность перемещения и участия в разных
проектах, участие в разных программах обмена студентов для того, чтобы легче можно было засчитать курс или проделанную работу, проведенную в другом европейском вузе. Эти пункты, естественно, определяются перед каждым курсом. Каждый студент в начале года приблизительно знает, сколько таких кредитов он может заработать за каждый предмет, сколько минимально надо, чтобы засчитать данный предмет, а сколько можно получить дополнительных кредитов за дополнительные лабораторные занятия, за дополнительные активности, участие, за волонтерскую работу, например, или за проекты, которые осуществляются уже во время вне занятия. Что касается признания дипломов из Беларуси, есть определенное соглашение. То есть граждане Беларуси, так же как и граждане Украины, находятся в довольно-таки комфортной ситуации. Их дипломы о образовании признаются в Польше. То есть в отличие, как, к примеру, граждан России или граждан Казахстана или Молдавии, не нужно делать нострификацию дипломов. То есть признание данного диплома, что он является адекватным к польскому. Есть определенные соглашения, которые позволяют с польским, то есть с белорусским аттестатом поступать на первую степень, то есть на бакалаврат, и с дипломом бакалавра поступать в магистратуру. Естественно, есть определенные исключения, они касаются тех же специальностей медицинских, психологии и, если я не ошибаюсь, архитектуры еще. И надо также взять во внимание, что дипломы бакалавра, которые в Беларуси, то есть в Польше признаются белорусские, они также не всегда признаются работодателем. И как бы для того, чтобы все-таки каким-то образом иметь возможности карьерного роста, в некоторых компаниях требуют, например, нострификацию вашего диплома образования, если он не европейского образца. Поэтому для того, чтобы, например, получил диплом инженера в Беларуси, он не дает полномочий вам работать в данной профессии. Поэтому есть для тех, кто взвешивает, скажем так, возможность работы по специальности, конечно, работодатель не всегда требует это, но если потребует, у вас есть возможность нострификации вашего диплома. И нострификацию можно сделать в любом вузе, в котором преподается данная специальность. Такая процедура может пройти в вузе, у которых есть определенная научная категория А+, А или Б+, в данной дисциплине. И после проведения такой нострификации ваш диплом полноценно рассматривается работодателем как эквивалентным дипломом, полученного в Польше. Естественно, более приемлемый вариант – это после окончания бакалаврата в Беларуси поступить в магистратуру в Польшу, тогда уже есть полноценный европейский диплом. Это как бы дает уже полностью не только доступ к рынку работоустройства, но также перспективы карьерного роста, и не будут возникать никакие вопросы по поводу нострификации вашего диплома. Но для вузов полноценно признаются аттестаты, то есть на базе аттестата нужно только сделать апостиль. Что такое апостиль? Это подтверждение подлинности вашего диплома или вашего аттестата. То есть это такой документ, который можно поставить в Минске, в Министерство образования, и апостиль практически ставится на все государственные все документы, которые выданы в другом языке, чем польским.
И апостиль каждый вуз практически будет требовать. Обучение для иностранцев в основном в Польше платное. Дело в том, что есть, конечно, ряд исключений, но, как правило, все иностранцы, которые приезжают в Польшу, за исключением граждан Евросоюза, вынуждены платить за учебу. Стоимость обучения в Польше в среднем составляет от 2 до 3,5 тысяч евро в год в государственных вузах и в среднем около 1100 до 1300 евро в частных вузах. Есть определенные исключения, по которым можно учиться бесплатно. Это наличие карты поляка, документ, который подтверждает польское происхождение. И это может быть решение консула, например, о польском происхождении. Такой документ позволяет учиться на таких же условиях, как граждане Польши, но только в государственных вузах. Такой кандидат при наличии карты поляка может поступать как польский студент, тот принимает участие во всех вступительных экзаменах, во всех собеседованиях. И, естественно, если на данную специальность проводится набор по рейтингу, конечно же, такой кандидат принимает участие в таком отборе. Во многих государственных и негосударственных вузах иностранцы, которые платят за обучение, обычно освобождаются с вступительных экзаменов. Но есть, конечно же, вузы, которые проводят собеседование, обязательно экзамен по рисунку на архитектуру в Авросовской политехнике, который проходит 2 дня. Ну и в Авросовском университете тоже есть такие требования, что все иностранцы, которые поступают в этот вуз, должны обязательно приехать на собеседование, которое проводит приемная комиссия вместе с представителями факультета, это или декан, или преподаватели данного факультета, чтобы проверить фундаментальные знания в области данной специальности. Кто еще может учиться бесплатно в государственных вузах? Это те, у кого есть постоянный вид на жительство или долгосрочного резидента Европейского Союза, выданного на территории Польши, также с статусом беженца или временная дополнительная защита, те, у кого есть польский супруг или родители являются гражданами Евросоюза или Польши или другой страны Евросоюза, разрешение на временное проживание в связи с соединением с семьей также дает право на бесплатное обучение. Одним из факторов, который также дает право учиться бесплатно относительно недавно, является также сертификат знания польского языка на уровне C1 государственного образца. Если вы получите такой сертификат, то есть зарегистрируетесь на такой экзамен и действительно досконально владеете польским языком, без польских корней, если получится получить этот сертификат, он дает практически такие же полномочия, как карта поляка, то есть освобождает иностранцев с оплат за обучение в государственных вузах. Во Вроцлаве такой сертификат на C1 проводится только в одном заведении. Вообще экзамены сертификованные языка польского. Если поискать именно этот сайт, то, в принципе, всего лишь несколько заведений в Польше проводят сертифицирование на этом уровне, на государственном уровне. В Польше есть географически это довольно-таки пропорционально расположено. Во Вроцлаве на C1 проводит тестирование школы языка польского и культуры для чужеземцев. Здесь контакты при Вроцлавском университете написаны. Но многие вузы также всегда позиционируют знание польского языка как один из самых весовых факторов, кроме оценок в аттестате,
всегда стоит как бы заблаговременно подготовиться к поступлению и начать учить язык как минимум год или 1,5 года раньше перед поступлением. Язык, в принципе, сложно ли выучить польский? Тут у каждого разные, скажем так, есть свои способности. Те, кто хорошо знает белорусский, я думаю, что без проблем смогут польский усвоить. Значит, большинство вузов, которые принимают иностранцев, требуют знания польского языка на уровне B1, редко B2. Для того стоит всегда стараться подготавливаться на курсах, в которых есть определенные сертификаты, у которых будет позначка согласно европейской системе владения языка, то есть на определенном уровне. Некоторые вузы самостоятельно проводят собеседования, то есть в канун начала учебы или после подачи уже документов договариваются с кандидатами на собеседование, которое проводят через Skype, Viber или Zoom. Пару минут всего достаточно для того, чтобы определить, пригоден ли молодой человек для того, чтобы начать учебу в высшем учебном заведении в Польше. Как выглядит сама процедура поступления? Значит, всегда стоит начать, конечно же, с языковой подготовки. Язык нужно усвоить не только на разговорном уровне. Всегда помните, что это все-таки уже академический уровень образования. Здесь не только надо свободно владеть польским, но также усвоить определенную терминологию в области специальности, которую вы выбрали. Всегда помните, что польская терминология в области физики, математики, лингвистики, химии, биологии, она существенно отличается от русских терминов, поэтому или там, скажем, других терминов англоязычных. Всегда надо, подготавливаясь, уже выбирая определенную специальность, обогащать свой словарный запас именно в ту лексику, которая вам пригодится на первом курсе и позднее. Выбор направления и вуза – это, конечно, уже половина успеха. Всегда стоит тщательно ознакомиться с сайтом вуза. Действительно, приемные комиссии очень заботятся о том, чтобы информация на сайтах была как можно широко наполнена. Многие вузы, кстати, также разрабатывают русскоязычные версии сайта. Во многих вузах работают представители приемной комиссии русскоязычные, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, заблаговременно старайтесь все расспросить. Причем есть не только список специальностей, но также есть информация, какие конкретные предметы включают в себя прохождение обучения на данном курсе, как выглядит процедура обучения, сколько практики, какие перспективы работоустройства, с какими предприятиями конкретно сотрудничает данный факультет. Ну и ряд, конечно же, других информаций, которые позволят вам определиться. Естественно, всегда стоит взвесить то, что вам, скажем так, ближе к сердцу, но также и перспективы хорошего работоустройства, перспективы хорошей заработной платы. И то есть здесь много вариантов, конечно, надо взвесить. Далее стоит ознакомиться с графиком поступления. График поступления обычно публикуется где-то в феврале месяце. Январь – это обычно месяц, в котором заседает приемная комиссия, подготавливает образовательное предложение. Далее, примерно в апреле месяце уже вузы озвучивают первые требования, то есть обычно это списки документов, которые надо подготовить. Стоит ли этими вещами заниматься заблаговременно?
Ну, тут нету таких вещей, кроме языковой подготовки, которые требуют делать что-то год или полтора года раньше. Обычно, если вы заканчиваете школу в данном году и поступаете, скажем, сразу же осенью, наоборот, придется еще подождать на некоторые документы. Вот об этом я сейчас скажу еще в процедуре поступления. Далее, примерно в мае начинается регистрация. У каждого вуза есть своя онлайн-система. В этой системе вы можете создать свой такую учетную запись, как бы такой свой аккаунт. Причем рекомендую не откладывать это на потом. Дело в том, что можно добавлять документы по ходу их получения, а пока вы можете зарегистрироваться в ВУЗе, выбрать конкретную специальность и по мере поступления документов и требований загружать сканы, загружать, скажем так, определенные документы. Дальше. Получение подтверждения поступления в ВУЗ. Сейчас я перепрыгнул немножко. Подготовка и отправка документов осуществляется полностью онлайн. То есть нету надобности их печатать, перевозить лично. Все системы работают дистанционно. То есть практически до зачисления вы все осуществляете в здании, то есть дистанционно. Внесение оплаты за набор. Обычно оплаты осуществляется, это оплата рекрутационная, она в среднем составляет около 20 евро за обработку документов. И, в принципе, до зачисления еще некоторые вузы могут, например, требовать подписания рядов документов, которые нужно подать. Естественно, оплата осуществляется уже после подтверждения зачисления. Некоторые вузы, как я уже говорил, проводят тесты по польскому языку онлайн. Причем, как правило, это собеседования, которые не включают проверку знаний в области конкретных дисциплин. Обычно это разговорно-бытовые темы, типа, как, почему вы выбрали именно этот вуз, почему специальность такая, почему Вроцлав, например, да, или там ваши впечатления, например, о каком-то фильме, прочитанной книжке. В основном проверяется разговорная речь. Сдача экзаменов и собеседований, если так проводят тест, они обычно проводятся в июле или в августе. То есть это такие уже тесты или собеседования в некоторых вузах. В июне могут быть экзамены по рисунку архитектуры в Вроцлавской политехнике. Далее результаты набора. И обычно результаты набора приходят к вам на электронную почту с электронной системы. То есть когда уже завершается прием документов, идет обработка. И в некоторых вузах осуществляется второй и третий набор. Поэтому если вам не посчастливит попасть в первом наборе, вполне возможно, что в следующих наборах получится. В некоторых негосударственных вузах прием документов осуществляется вплоть до половины сентября. Вот. Далее, если вся процедура прошла успешно, если вы уже зачислены, вуз подготавливает документ с подписью ректора о зачислении. Такой документ вам отправляется почтой на ваш адрес, указанный в рекрутационной системе. И этот документ является подтверждением о зачислении и основанием для получения бесплатной студенческой годовой визы.
После прибытия на основании этой визы вы получаете, естественно, возможность приезда в Польшу. После прибытия во Вроцлав вы уже здесь подаете непосредственно оригиналы в приемную комиссию. Естественно, все эти пошаговые процедуры, они будут расписаны у вас в системе. То есть вы всегда сможете проконтролировать, когда стоит подготовить, скажем, себе этот календарь. И согласно пошаговому режиму придерживаться уже всех дат. Вам точно будет назначено время собеседований, время подачи документов, до когда надо привести оригиналы. И приемная комиссия обычно не принимает, то есть не забирают у вас оригиналов, обычно они сопоставляют оригинал с теми документами, которые вы раньше отправили, и оригиналы обычно остаются у вас на руках. Из таких документов, о которых еще стоит помнить, во всех государственных вузах требуются также переводы для рассмотрения ваших аттестатов или дипломов первой степени. И переводы на этапе подачи документов могут быть осуществлены обычным переводчиком или бюро переводов, то есть институции или человека, у которого есть такие полномочия. В дальнейшем данный перевод вы прилагаете к документам, отправляете вместе с документами в ВУЗ. После приезда вам понадобится сделать присяжный перевод. Присяжный перевод осуществляется только у присяжного переводчика. Проще всего сделать это уже после приезда во Вроцлав. Это как бы совмещение переводчика с нотариусом. И присяжный перевод вы отправляете также, даете также в приемную комиссию. Начало учебы начинается 1 октября. В Польше высшее учебное заведение начинает учебу 1 октября, школьники с 1 сентября, а студенты с 1 октября. То есть получается весь сентябрь у вас еще есть время на то, чтобы решить все вопросы с документами. Многие используют это время как возможность поучаствовать в языковых курсах. Если вы будете внимательно следить за предложением выбранного вуза, многие из вузов предлагают своим поступившим в этом году студентам-иностранцам языковые курсы, именно польский, подучить немножко польский язык, или английский, если вы поступаете на англоязычные специальности. Это обычно коммерческие предложения, но, например, университет бизнеса во Вроцлаве для своих студентов-иностранцев, которые подадут документы, там, скажем, до половины июля, у них есть такая акция, что можно 2 месяца польского получить как бы бесплатно и воспользоваться 2 месяца, скажем так, учебой польского. Процедура поступления приблизительно так выглядит в календаре. То есть начало мая запуск системы регистрации, конец июля обычно это закрытие рекрутации. Начало августа уже подают результаты набора. Середина августа отправка подтверждения поступления в ВУЗ на почту вам. Август-сентябрь это время для подачи документов на студенческую визу. То есть это уже непосредственно в консульство или через визовый центр. Конец сентября представление оригиналов документов в ВУЗ и 1 октября начало учебного года. После приезда во Вроцлав у вас сразу же есть возможность поселиться в общежитии. То есть большинство вузов предоставляет, государственные вузы имеют свое общежитие. Естественно, все иностранцы, которые поступают, имеют определенные преимущества в поселении. У негосударственных вузов, к сожалению, своих общежитий нету, поэтому можно воспользоваться предложением
частных общежитий. Их в Вроцлаве в данный момент 2 довольно-таки крупных. Они как бы не привязаны ни к какому вузу. Можно сказать, такие мини-апартаменты. И они очень тесно работают с негосударственными вузами. Там, естественно, немножко стандарт по-другому выглядит. То есть в государственных вузах проживание в комнатах 1-, 2- или 3-местных, стоимость проживания в среднем около 100 до 140 евро за месяц, а в частных вузах стоимость проживания составляет около 300-350 евро за месяц, но это уже, можно сказать, однокомнатные квартиры. Там есть как бы комната, есть ванная, туалет, умывальник, небольшая кухня, место для обучения, кровать, то есть, можно сказать, такой мини-апартамент. И, естественно, заблаговременно можно сконтактироваться с такими общежитиями, поскольку то есть определенные критерии для того, чтобы все-таки уехать на учебу. Перед получением визы консул должен удостовериться, что студент будет иметь где жить, то есть что за ним привязано место. И если в наличии, скажем так, средства для того, чтобы себя содержать, там при подаче визы, конечно же, эта сумма будет вам озвучена. И таких общежитий в Вроцлаве пока 2, сейчас строится 3 рядом с частными вузами, так что я думаю, если вопросом заблаговременно заняться, то с аэропорта или с автовокзала, из ЖД вокзала можно ехать прямо в общежитие на заселение. Что еще интересно студентам? В спортивной секции, конечно же, одним из обязательных занятий будет именно занятие по физкультуре. Студенты могут проходить либо в общеразвивательных занятиях, либо могут записаться в какую-то конкретную секцию, если они увлекаются каким-то конкретным спортом. Причем секции, чем больше вуз, естественно, тем секции больше, интереснее. Многие вузы конкурируют так с собой в разных студентских соревнованиях, спартакиадах. Есть АЗТС, академический клуб спортовый, Зwiązek спортовый, вернее, и те, кто серьезно увлекается спортом, наверняка найдут для себя также возможность развивания и продолжения своих увлечений в области спорта. Причем многие студенты могут представлять также данное учебное заведение на разных спартакиадах, чемпионатах Вроцлава или на национальном или международном уровне. Естественно, для получения визы вам понадобится получить страховку. Та страховка, которую вы сделаете для получения визы, она включает в себя обычно последствия несчастных случаев, так называемый ННВ, настępstwo nieszczęśliwych wypadków. И такая страховка, она действует в особых обстоятельствах. Да? Поэтому для того, чтобы иметь все-таки более широкий спектр обслуживания и медицинского обслуживания, стоит после получения студенческого билета подписать договор с Национальным фондом здравоохранения. Это самая большая, скажем так, государственная страховая компания НФЗ, Народовый фонд здоровья. Там, если я не ошибаюсь, месячный взнос около 10 или 12 евро составляет, но такой договор, такой пакет дает вам доступ практически всем поликлиникам, у которых подписан договор с НФЗ, а это большинство польских поликлиник, и бесплатный доступ к врачам-специалистам, ларинголог, там, например, не знаю, какая-то простуда, ангина или другие какие-то болезни, всегда можно обратиться в
поликлинику, в которой вы регистрируетесь, вам как бы назначают врача, к которому вы обычно обращаетесь, и, в принципе, у которого хранится вся история ваших болезней. Вот. И это, в принципе, очень удобно. Также договор с НФЗ дает вам возможность пользоваться бесплатной польской медициной. Что касается стипендий, очень часто задают мне вопрос, могут ли иностранцы получать стипендии. Тут все регулируется, конечно, в пределах каждого вуза. У каждого вуза есть свои распоряжения, есть свои пулы стипендий, и, естественно, количество таких предложений и высота таких стипендий тоже отличается. Значит, стипендии можно поделить на 3 вида. Это социальная стипендия. Претендовать на нее могут те, у кого неблагоприятная ситуация в семье, то есть там, где размер дохода на одного человека в семье очень низок, и, соответственно, есть определенная шкала в каждом вузе, в которых такие стипендии могут рассматриваться. Для того, чтобы получить такие стипендии, нужно предоставить подтверждение о высоте доходов родителей, и ректор такое заявление может рассмотреть. Второй вид стипендии – это научная стипендия, присуждается за высокую успеваемость, и, естественно, чем больше хороших студентов, тем стипендия, к сожалению, ниже, потому что это тоже определенный пул, который распределяется на определенное количество студентов. И ежесеместрально есть объявление, сколько научная стипендия будет в данном семестре себя включать. Ну и спортивная стипендия, можно сказать, самая редкая, потому что присуждается выдающимся спортивные достижения, это уже на уровне представления университета на национальных и международных соревнованиях, причем при определенных успехах тут на нее уже могут претендовать тоже, соответственно, кандидаты мастера спорта или мастера спорта. ВУЗ также в некоторых случаях может предоставлять такие одноразовые пособия. Это пособия, которые тоже могут предоставляться иностранцам, которые приезжают на первый год, например, на заселение. Также стоит всегда в International Office спросить, если подобные гранты предоставляются иностранцам. Иностранцы также могут пользоваться разными грантами. Всегда тоже надо интересоваться в пределах вуза. Есть ряд стипендий внутренних, которые предоставляются только своим студентам. И есть определенные также там условия, которые надо выполнить. Вот. Но есть еще ряд стипендий, которые предоставляет Национальная агенция студенческих обменов, Народовое агентство обмен академический, на сокращение НАВА. НАВА обычно как бы включает в себя стипендии, которые предоставляются гражданам польского происхождения, но есть также ряд инициатив, которые связаны с поддержкой той или иной группы. НАВА, кстати, совместно с многими польскими вузами организовала такой фонд «Солидарность Белорусью», в которых оказывается также поддержку для граждан Беларуси, которые собираются переезжать или поступать в польские вузы, которые не могут по той или иной причине получать дальше образование в своем родном вузе. Хочу вам немножко рассказать о проекте «Стадний Вроцлав», которого я являюсь директором. Это такой некоммерческий проект. Первый такой проект в Польше, он был основан в 2006 году. Уже более 15 лет мы работаем как бы на благо студентов, которые приезжают во Вроцлав из-за рубежа.
Мэр города вместе с ректорами большинства вроцлавских вузов сделал такой проект для того, чтобы не только заботиться о том, чтобы вроцлавские вузы были известны за пределами страны, но также оказывать поддержку молодым людям, которые собираются сюда приехать на обучение, то есть создать такую зону комфорта для тех, кто собирается получить здесь высшее образование. Преимущества проектов есть несколько. Во-первых, все консультации и поддержка абсолютно бесплатные. В основном где-то на этапе выбора специальности, выбора вуза мы всегда стараемся помочь консультацией. В дальнейшем, скажем так, направить также к нашим координаторам. У нас в каждом из партнерских вузов есть координатор стадии Вроцлав. Обычно это работники приемных комиссий определенных вузов. И, как правило, это русскоязычные, которые могут также проконсультировать наших кандидатов, родителей наших кандидатов, оказать им на первых и позжих этапах поддержку при поступлении, причем от первого лица, то есть от лица приемных комиссий. То есть никаких оплат за участие в программе не вносится. Адаптационные занятия стадии Вроцлав – это такие цикл занятий, которые мы проводим для всех студентов-иностранцев, которые в данном году поступили в высшее учебное заведение нашего города. Обычно они проводятся по вечерам, когда уже нету занятий. В прошлом году мы проводили дистанционно, но раньше, я думаю, что в этом году также уже будет возможность в стационаре это сделать. Это встреча, которая позволяет не только хорошо адаптироваться в этой среде, но также познакомиться немножко с городом, узнать его инфраструктуру, коммуникацию. Это также встречи с представителями разных организаций, которые оказывают поддержку мигрантам во Вроцлаве, а их немало. Все это некоммерческие структуры, которые финансируются муниципалитетом города. Это также полезные встречи с муниципальной полицией, с полицией, где вы можете также узнать о том, как безопасно себя вести во Вроцлаве. Вроцлав считается довольно-таки доброжелательным и безопасным городом, но тем не менее, будучи очень часто неполнолетним или не просто иностранец, который приезжает в другую страну, всегда есть определенные какие-то диссонансы появляются, и всегда надо знать, как себя повести в определенных ситуациях и на что стоит всегда обратить внимание, чтобы... Кроме того, есть также встречи с представителями разных государственных институций, в том числе можно узнать, как легализировать пребывание в Польше, как выглядит такая процедура. Далее, думаю, самые интересные встречи все-таки проходят с нашими студентами, которые поступили в предыдущих годах, которые очень часто являются нашими волонтерами. И бывает так, что они как раз занимаются адаптацией. Если кому-то понадобится встретить на вокзале, в аэропорту, помочь приехать в общежитие, заселиться, на первое время всегда они готовы такую помощь оказать. Мы также тесно сотрудничаем с разными организациями. И АРАФ, то есть Агенция развития Вроцлавской агломерации, она осуществляет ряд проектов, не только стадии Вроцлав, но и ряд других проектов, которые оказывают поддержку мигрантам. Поэтому тут совмещение нескольких проектов дает такую кумуляцию определенных таких достоинств, бонусов, которыми можно в проекте воспользоваться. Для тех, кто еще не был во Вроцлаве, я думаю, что стоит немножко
о нем рассказать, потому что всегда помните, выбирая место для обучения, руководствуйтесь всегда хорошим местом для того, чтобы не только получить качественное образование, но также замечательно провести время, иметь перспективы, хорошие перспективы дальнейшего работоустройства. И Вроцлав, в принципе, всеми этими качествами обладает. Вроцлав – это столица Нижней Силезии, это польское воеводство, которое находится на юго-западе, прилегающее к чешской и немецкой границе. Вот расстояние, кстати, в Прагу, Берлин и в Дрезден довольно-таки недалеко. Многие студенты в выходные, субботу, воскресенье без проблем со студенческой визой где-то по стрефе Шенген могут себе путешествовать. Причем Вроцлав также находится в очень удобной коммуникационной развязке. С Беларуси, к сожалению, еще нет прямых рейсов, но через Варшаву можно прилететь. Есть удобное сообщение. Вот. Но в большинство, скажем так, европейских городов с Вроцлава вы уже вылетите. Здесь также летает очень много лоукостов, Ryanair, Wizz Air, также другие авиалинии. То есть сама локализация города, она очень удобна в плане также посещения округи. Здесь вы можете недалеко от Вроцлава найти разные формы проведения свободного времени. Час езды в летний период вы уже на подъемнике, можно кататься на лыжах, на сноуборде. В окрестности очень много возможностей проведения активного отдыха, то есть очень густая сеть велодорожек, которая соединяется с Чехией, например. Там у них вообще потрясающая велоструктура велодорожек. Далее можете активно проводить время на спортах, на байдарках. Горы, озера, в принципе, очень много возможностей для того, чтобы активно проводить время. Из таких 4 основных факторов, из-за которых молодые люди выбирают Вроцлав, это можно, во-первых, перечислить уникальную атмосферу города. Город очень хорош в плане архитектурном. В 2018 году, надо заметить, городу присвоено такое звание Best Destination, то есть попал в десятку городов в Европе, которые обязательно стоит посетить туристам. Здесь очень много интересных достопримечательностей и действительно очень приятно проводить время. То, что молодым людям, студентам именно важно, это качественное образование. Вроцлав, можно сказать, сейчас 3-й по величине академический центр в Польше после Варшавы и Кракова. И здесь насчитывается 26 высших учебных заведений. Это действительно студенческий город. Это ощутимо было, когда во время карантина все обучение проходило дистанционно. Город, в принципе, и так опустел, но все равно в летний период, даже когда студенты выезжают, приезжают, конечно, туристы, но все равно, как говорится, вот этого всего студенческого движняка нету, и все это как бы олицетворяет все-таки студенческий город. И студенты здесь очень весомый фактор в его развитии. Конечно же, интересно время проведения, это тоже всем молодым людям интересно, как не только получить хорошее образование, но город сам очень активный. Власти города наделяют внимание именно инфраструктуре, то есть большая густая сеть велодорожек, есть парки, есть много спортивных залов, тренажерных залов, много
в парке встретите людей, которые занимаются бегом, которые ездят на велосипедах, которые ведут здоровый образ жизни. Конечно же, позиционируются также альтернативные виды транспорта. Практически много прокатов электросамокатов, электроавтомобилей, велосипеды, которые также можно брать на прокат. Здесь город очень зеленый, много парков, в которых также можно проводить приятное время. Четвертый фактор, который заслуживает внимания, это перспектива работоустройства. В ближайшие 10-15 лет этот город сделал огромный рывок, если что касается где-то на фоне Польши, он вышел на первое место по привлечению инвестиций зарубежным капиталом. И здесь огромное скопление больших компаний, больших глобальных брендов, больших предприятий. И поэтому, в принципе, молодые люди, которые смотрят не только с перспективы 5 лет, но также немножко дальше, выбирают этот город именно из-за возможности получения хорошего старта. Многие студенты находят работу, даже еще не закончив обучение. Практически 90% студентов после 3 месяцев после окончания уже работа устроена. Поэтому, несмотря на то, что сам город студенческий выпускает очень большое количество специалистов, большой наплыв инвестиций и динамика развития самого города все равно не заспокаивает ту потребность, которую дают работодатели. Это, конечно же, ставит студентов, выпускников в комфортной ситуации. Они могут выбирать себе очень хорошие перспективы работоустройства и, естественно же, этим пользуются. 26 высших учебных заведений на любой вкус. Среди наших партнерских вузов в проекте «Стадний Вроцлав» принимает участие 7 высших учебных заведений. Это Вроцлавский университет, здесь больше гуманитарных специальностей, такие как физика, математика, право, психология, география, геология, филологические факультеты, управление, ряд других специальностей. Это один из древнейших университетов в Европе, ему более 300 лет. И тут вы можете обучаться на польском и на английском языке, в принципе, как и в каждом другом вузе. Второй вуз, который находится в проекте, это Вроцлавская политехника. Вуз, который находится всегда в тройке лучших технических вузов Польши. Огромная инфраструктура, были вложены огромные средства в развитие каждого из факультетов, построены суперсовременные лаборатории, которыми пользуются также многие предприниматели и разные компании, которые инвестируют во Вроцлаве. Это действительно научно-исследовательский центр, огромное количество патентов, которые ежегодно политехника делает. Есть огромное количество также научных кружков. Студенты время от времени то выигрывают какие-то битвы роботов, то придумывают какой-то электромотоцикл, то еще какие-то запчасти для марсианских, для луноходов, которые потом у них НАСА покупает как патент. Вот есть много таких изюминок, которые действительно в этом вузе осуществляются. Но прежде всего это кузня IT. Здесь Вроцлав вообще считается такой польской Кремниевой долиной. Здесь большое скопление именно инвестиций в области IT. И многие айтишники именно сюда приезжают не только учиться, но уже состоявшиеся, скажем так, большим опытом. Тут очень много компаний, которые действительно предлагают хорошую работу.
Экономический университет во Вроцлаве, экономики и бизнеса во Вроцлаве. Здесь ряд экономических специальностей представлено, от, скажем, логистики, международные экономические отношения, бухгалтерский учет, есть управление, банковское дело, прочие экономические специальности. Вуз, у которого также свой кампус, есть свой бассейн, свои общежития рядом. Также полностью вся инфраструктура находится в одном месте. Университет естественных наук – это вуз, который предоставляет образование именно в природных науках. Такой визитной карточкой является ветеринарная медицина. Есть еще ряд специальностей, у которых очень высокая аккредитация. И это питание человека, например, есть много специальностей, которые связаны с биотехнологией, с биологией. Здесь также есть инженерные специальности, ландшафт окружающей среды, безопасность окружающей среды, в общем, природные специальности, которые включают в себя большой спектр разных специализаций. Первые 4 вуза, которые я представил, это вузы государственного типа, и в проекте еще представлены 3 частных вуза. Университет ВСБ во Вроцлаве – это часть холдинга ВСБ, который имеет представительство в 10 городах в Польше. Во Вроцлаве один из самых активных филиалов. Здесь вы можете учиться на специальностях, связанных с экономией, но также есть ряд гуманитарных специальностей и филологических. Второй вуз – это университет бизнеса во Вроцлаве, также вуз, который предоставляет обучение таких специальностей, как управление, есть логистика, есть также информатика, есть также ряд специальностей на английском языке. Вот этот вуз как раз предоставляет для своих студентов бесплатные курсы польского языка в канун обучения. И третий вуз негосударственный – это университет Нижней Силезии, Долношломская школа высшая. Этот вуз также включает в себя разные гуманитарные и инженерные специальности. Здесь вы можете учиться на психологии, педагогике, можете учиться на журналистике. Причем вуз, который также часто разрабатывает такие специальности под заказ конкретных работодателей. Например, есть такая известная компания Techland, компания, которая разрабатывает компьютерные игры. И совместно с этой компанией разработана специальность геймдизайн или спецэффекты в компьютерных играх. Школа, университет Нижней Силезии оснащен очень современными лабораториями, которые имитируют движение в играх. Причем довольно-таки интересно проходят занятия, проводят их практики. Но об этом всем, я думаю, вы сможете ознакомиться в других наших вебинарах. И тут я уже с Татьяной согласовал, в качестве такого бонуса участия в сегодняшней презентации мы сможем предоставить вебинары, которые мы записали. Я поэтому предложение вузов вам специально сегодня сильно не раскрывал, поскольку после нашей встречи, не знаю, сегодня, может завтра, будет отправлены вам ссылки на вебинары каждого из этих вузов отдельно. Наши русскоязычные координаторы приготовили околочасовые презентации. Вы сможете узнать более подробно о каждом из этих вузов, узнать о процедуре поступления, о требованиях всех, о специальностях, которые предоставляют эти высшие учебные заведения, но также получить контакты непосредственно к работникам приемной комиссии, которые занимаются именно приемом иностранных граждан, в том числе граждан Беларуси, и сможете с ними напрямую также связаться и с ними пообщаться.
Вуз – это не только обучение. Каждый вуз дает огромный фокус на практику. Конечно же, практика – это то, что работодатель всегда расценивает. Многие студенты, которые заканчивают высшее учебное заведение во Вроцлаве, могут похвастаться неплохим резюме, в котором уже обозначены конкретные пункты прохождения стажировок в конкретных компаниях. Это все, конечно же, создает условия учебного заведения. Во многих вузах есть бюро карьер и профессиональное продвижение. Это специальная организация, которая занимается содействием и работоустройстве. То есть нету такого, что вуз направляет на работу после окончания конкретной специальности, но есть перспективы, в которых студент может выбирать. Это также огромная база резюме студентов, которые могут пересматривать работодатели. И, конечно же, при подходящей кандидатуре пригласить на собеседование. Многие студенты после бакалаврата уже начинают работу, и, если честно, некоторые перебрасываются просто на заочную форму обучения, чтобы магистратура уже была только формальностью, потому что студенты очень часто находят быструю работу, и, в принципе, такая работа, которая позволяет им уже работать и по специальности, и также обогащать свой опыт. Ну, само обогащение опыта, конечно же, предоставляется еще во время обучения. Это разные мастер-классы, разные проекты, в которых студенты могут участвовать, разные научные разработки, конференции, инкубаторы предпринимательства, в которых можно открыть свою частную деятельность, зарегистрировать фирму, например, в ВУЗе, благодаря этому пользоваться налоговыми льготными программами, поддержкой также научных руководителей. Вот, естественно, как я уже заметил, многие, не то что вузы, а конкретные факультеты даже тесно сотрудничают с бизнесом. То есть научные разработки ведутся с конкретными предприятиями. Как правило, многие практики приглашаются в качестве преподавателей. Благодаря этому студенты получают, скажем, очень ценный опыт и практически сразу же после окончания могут влиться уже в трудовые будни. Так что тут как бы это большое преимущество этих вузов. Практики и стажировки также можно проходить, так же как и обучение по программе Erasmus. Можно один семестр проучиться, то есть полгода проучиться в любой европейской стране, с которой подписан вузе, у которого подписано соглашение с программой Erasmus. Студенты могут на полгода уехать в Германию, Францию, Италию, Португалию, Мальту, проучиться там полгода, зачитывая, скажем, курс по своей программе, получая те же пункты ICTS, после этого вернуться в свой родной вуз и продолжать обучение дальше. То же самое касается практик. Практики также можно проходить за рубежом при условии, что найдете компанию. Здесь представлена всего лишь маленькая часть компаний, которые инвестируют во Вроцлаве. Это такие компании, как Volvo, Nokia, Google, Credit Suisse, HP, IBM. LG построил уже 4-й завод во Вроцлаве, да, довольно-таки агрессивная корейская экспансия. Да, здесь 4 завода уже LG, причем последний завод – это производство электрических батарей для автомобилей. И такие компании, как Nokia, ну, кстати, вот насчет Nokia тоже всегда хвастаюсь, что настоящий директор Nokia это студент, который поступил по нашему проекту в стадии Вроцлав, он закончил Вроцлавскую политехнику, Тарас с Украины.
проработал там 10 лет и в данный момент является генеральным директором самого крупного в Европе центра R&D. Так что действительно и компания, и город дает возможность для того, чтобы сделать здесь хорошую карьеру. По проекту поступило уже более 3000 студентов. Мы, конечно, стараемся также тщательно работать со студентами, стараемся также предоставлять для самых талантливых, самых умных определенные поощрения. То есть по нашему проекту также в данный момент предоставляется 10 бюджетных мест, 3 места на бюджет в бакалаврат в Вроцлавской политехнике, 5 мест в университете ВСБ в Вроцлаве и 2 места в университете Нижней Силезии. Это места, на которые осуществляется набор по конкурсу. Чтобы поучаствовать в этом конкурсе, достаточно зарегистрироваться в нашей программе «Стадия Вроцлав». У нас на сайте там есть такая небольшая анкета. Вы заполняете, указывая вуз, специальность, свои контактные данные, и эту анкету потом отправляете с комплектом документов в тот вуз, который вы выбрали. Причем тут, чтобы претендовать на эти места, не нужно польское происхождение или какие-то польские корни, но предоставляется абсолютно для всех иностранцев, которые поступают по нашему проекту. Такие освобождения с оплат, если вы поступаете на такое место, вы имеете право учиться уже 3 года бесплатно на бакалаврате. Магистратура уже включается на платном основании. Что стоит еще добавить о Вроцлаве? Для тех, кто побывал здесь, я думаю, что какая-то специальная реклама не нужна. Город действительно располагает к себе. Он очень уникальный своим таким внутренним ферментом, который притягивает. Здесь очень много разных мероприятий проходит, разных культурных мероприятий. В 2016 году Вроцлав также был европейской столицей культуры. В принципе, в этом году особенно, но и до того, и сейчас в Польше проходит много известных кинофестивалей, театральных фестивалей, джазовых фестивалей. Есть много разных мероприятий такого европейского мирового калибра. В 2017 году был чемпионат мира по неолимпийским видам спорта. Город действительно живет своей атмосферой, причем очень доброжелательные люди. Всегда есть много институций, которые готовы помочь, поддержать всегда в любых ситуациях. Есть политика города, политика властей города ориентирована на приезжих. То есть фокусируется на том, чтобы не создавались какие-то барьеры для того, чтобы все, кто приезжает в Вроцлав, почувствовали себя комфортно, уютно. Очень много организаций, которые оказывают поддержку. И сам мэр, он довольно-таки добрый, уникальный человек, который своим примером, скажем так, всегда позволяет, скажем так, подражать именно тем действиям, тем инициативам, которые он предпринимает. Город, в котором очень большое количество студентов из-за рубежа, практически более 100 стран здесь учатся студенты. И причем студенты Беларуси тоже на втором месте по количеству студентов, которые здесь учатся из-за рубежа. С культурных мероприятий, естественно, потихонечку город начинает отживать после локдауна. Здесь уже начинают работать кафе, начинают работать кинотеатры, театры. Все больше мероприятий начинают проходить на свежем воздухе.
Это и рекорд Гиннесса, я не знаю, как в этом году, но они из таких ярких акцентов, которые, ну, обычно я принимаю участие в этом. Гитаристы со всей Европы приезжают во Вроцлав для того, чтобы установить рекорд Гиннесса в одновременном исполнении «Hey Jude» Джимми Хендрикса на гитарах. Ну, получается это ежегодно, по-моему, если не ошибаюсь, 6500 гитаристов было в прошлом году, 2 года назад как раз. Таких мероприятий много во Вроцлаве, так что я думаю, те, кто приедет сюда учиться, наверняка найдут что-то для себя интересное и полезное. Здесь я хочу вам оставить свои контакты. Программа «Стадиум Вроцлав» работает круглый год. Находимся в самом центре города. Те, кто во Вроцлаве находится, всегда могут прийти к нам в гости на кофе и поговорить о образовании во Вроцлаве. Охотно помогу консультации, или я, или мои коллеги. Здесь также есть номер, которому привязан Viber и WhatsApp. Можете в любое время обращаться и писать. Кроме этого, я бы хотел еще заметить, что в ближайшее время, 10 числа, вот сейчас, в четверг, это информация для тех, кто находится во Вроцлаве, на Плацу Сольном, здесь рядом с нами будет проходить такая ярмарка вакансий для мигрантов, которая называется Skill Expo. Вот проводит ее Фундация Украина. Мы там также будут также некоторые наши партнерские вузы со своими стендами. Вот это будет, в принципе, хорошая возможность для того, чтобы можно было вживую пообщаться, задать вопросы, взять материалы по определенным вузам. Вот. Но для тех, кто у кого уже есть высшее образование, кто больше смотрит под углом работоустройства, это отличная возможность для того, чтобы поучаствовать во всякого рода мастер-классах и как узнать о условиях рынка труда, каким образом можно искать работу, каким образом нужно искать работу, на каких основаниях, и также много интересных институций и прежде всего работодатели, которые в этот день придут на Плац Сольный. Выставка состоится с 12 до 18, так что милости просим, если будете во Вроцлаве, охотно встретимся и поговорим. Пожалуй, это все, что я сегодня подготовил.